Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Ольга Балабкина расскажет об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на 23 сентября. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о ситуации на сегодняшнее утро. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия на территории республики введен режим повышенной готовности. Характеризуя эпидситуацию на настоящий момент, необходимо обратить внимание на то, что Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия зарегистрировано 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 35 случаев зарегистрировано в городе Якутске, в Жиганском, Мегино-Кангаласском и Чарапчинских улусах по 5 случаев, в Ленском районе 4 случая, в Верхоянском и Амиконском, в нашем северных районах по 3 случая, в Абыйском, Алданском, Булунском, Намском, Хангаласском по 2 случая. Управление Роспотребнадзора совместно с учреждением Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия выявило все ближайшие контакты, которые изолированы. На настоящий момент у нас по всей территории республики наступил эпидсезон, связанный с гриппом и ОРВИ. В связи с чем количество вызовов на наши, соответственно, учреждения здравоохранения, в том числе и на скорые помощи, оно значительно увеличено. Поэтому нами принято решение. С завтрашнего дня дополнительно выходят еще студенты ординатуры, которые непосредственно будут оказывать помощь, в том числе по работе, для разъяснения гражданам алгоритма действий в случае, если выявлены признаки клинические ОРВИ или иной какой-то инфекции, в том числе и коронавирусной. Безусловно, мы сегодня все находимся в состоянии, тогда, когда нам хочется срочно сходить, сдать анализ самим. У нас есть даже некоторые граждане, которые считают, что кроме анализа нужно сдать и обследование на компьютерной томографии. Я хочу обратить внимание, это все медицинские процедуры. И назначаться они должны непосредственно только при наличии рекомендаций доктора. Поэтому также продолжаем работать в том же режиме. В доме нужно находиться, если есть клинические признаки, связанные с подъемом температуры, с кашлем. Соответственно, ограничить свой приход на рабочие места, вызвать скорую помощь в случае, если в течение 3 суток у вас не будет понижаться температура. ковид не отменяет другие острые респираторные наши заболевания. Безусловно, их сегодня ОРВИ и гриппа становится меньше. И причиной этого уменьшения является то, что мы практически все с вами начинаем ходить в масках. А ведь они спасают не только от коронавируса, но и от гриппа и от ОРВИ. Всего у нас за прошедшие сутки проведено почти 4000 исследований на коронавирусную инфекцию. Лаборатории сегодня работают практически все круглосуточно для того, чтобы обеспечивать непосредственно прежде всего тех больных, у которых температура. Поэтому возникают у нас различные моменты, связанные с тем, что достаточно большое время некоторые ждут результата своего анализа. Доктора четко сортируют непосредственно наши сотрудники анализы, которые приходят. Первичными являются анализами тех, у кого есть клиническая картина того или иного заболевания. Кроме того, сегодня на базе одного из наших медицинских учреждений была поставлена первая вакцина от коронавирусной инфекции нашим медицинским работникам, которые непосредственно работают с короной. Это был брифинг оперативного штаба о текущей эпидобстановке в регионе. Теперь к другим новостям. Фонд социального страхования по Якутии выплатил более 25 тысяч пособий по временной нетрудоспособности в связи с пандемией коронавируса. Выплаты получили более 4 тысяч застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше. Также граждане этой возрастной категории, которые сидят на самоизоляции, при этом не работают,